Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Аслан Бжаня провел расширенное совещание по вопросам подготовки к курортному сезону. Избраны члены квалификационной комиссии при Палате адвокатов и квалификационной коллегии судей Абхазии от Народного собрания. Создана рабочая группа по подготовке проекта изменений в регламент парламента. Заслушан доклад омбудсмена Абхазии. Дом Москвы в Сухуми передал гуманитарную помощь Очимчирской ЦРБ в виде медицинских изделий индивидуального пользования. «Сделаем город чистым и цветущим». В столице прошла выставка «Сухум. Озеленение городской среды. Жилой сектор». Президент Аслан Бжаня провел расширенное совещание по вопросам подготовки к курортному сезону. С основным докладом выступил министр туризма Тимураз Хишба. По его словам, отдых в этом году может вырасти в цене на 30%, и в первую очередь это связано с ситуацией в мире. В республике функционирует 683 средств размещения. По сравнению с 2019 годом их количество увеличилось на 60%. Количество койко-мест на 44%. Министр привел данные о ценах в отелях и частном секторе. Примерная стоимость проживания одного человека при двухместном размещении в отелях с системой «Все включено» в июне составляет от 15 до 30 тысяч рублей на 7 ночей. В июле и августе от 30 до 50 тысяч рублей. В бархатный сезон от 25 тысяч. Если система «Все включено» не является обязательным условием для отдыха, цены ниже. Стоимость проживания в частном секторе начинается от 1000 рублей за номер в сутки. Стоимость жилья зависит от условий, близости к морю и сезона. В пик предложение стоит значительно дороже. О готовности к курортному сезону также доложил министр внутренних дел. Как отметил Вальтер Бутба, сотрудники министерства переведены на усиленный режим ведения службы. Находящиеся в отпусках были отозваны для работы в летний период. Кроме того, будет организовано пешее патрулирование и автопатруль. Усилена охрана общественного порядка в наиболее популярных местах посещения туристов. Медучреждения Абхазии готовы к летнему сезону, сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба. Недавно были приобретены 7 новых машин скорой помощи. Лечебные учреждения оснащены инструментами и препаратами. По информации министра, ежегодно в медучреждения Абхазии обращаются до 8 тысяч туристов. При необходимости и увеличении количества пациентов бригады медиков будут отправляться в Гагру и Пицунду. На совещании также выступили с докладами министр по чрезвычайным случаям Лев Квициния, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, заместитель председателя СГБ начальник погранотряда Рустам Латипов, глава администрации Сухума Беслан Ишба и руководители районных администраций. Итоги совещания подвел глава государства. Готовность ведомств к курортному сезону президент оценил на удовлетворительно, вместе с тем потребовав более высоких показателей работы. Аслан Бжаня дал руководителям профильных министерств и ведомств конкретные поручения. По всей территории Абхазии на главной трассе дорожная разметка должна быть нанесена. Это первое. Круглогодично будем вести работы по очистке территории. Кроны деревьев, ветки высохшие, кустарники. Обзор на море везде открыть. Надо будет приобрести местами гербициды, воспользоваться ими. Приобретайте гербициды, воспользуйтесь ими. С Псоу до восточной границы все у нас должно работать, все у нас должно быть чистенько, все должно быть аккуратненько. Более того, я говорил об этом, давал поручения. У нас огромное количество разных заведений вдоль трассы. И пусть посадят деревья красивые. Сколько там магазинов посмотрите и нарисуете. Здесь такие-то деревья, здесь такие деревья, здесь такие деревья. И обяжете. Репортаж с расширенного совещания президента, посвященного готовности к курортному сезону, смотрите в нашей программе 9 июня. По данным Минздрава, на 7 июня подтвержденных случаев COVID-19 в лечебных учреждениях Абхазии нет. Об этом сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба на совещании в администрации президента.
За все время пандемии в Абхазии выявлено 53 639 заболевших COVID-19. Летальных исходов 683. Эдуард Бутба также отметил, что сформированы и находятся в резерве медицинские бригады, составлены графики открытия отделений при вспышке инфекции. Гудаутская ЦРБ, выполнявшая функции ковидного госпиталя, переведена на штатный режим работы. Она также сможет в полной мере принимать туристов. В ней функционируют все лечебные подразделения: кабинет компьютерной томографии, рентгеновский кабинет, биохимическая, клиническая лаборатория. Состоялось очередное заседание сессии парламента. Депутаты рассмотрели 9 вопросов повестки дня. Избрали от Народного собрания членов квалификационной комиссии при Палате адвокатов и квалификационной коллегии судей Абхазии вместо выбывших депутатов 6-го созыва. Также была создана рабочая группа по подготовке проекта изменений в регламент парламента. Кроме того, уполномоченный по правам человека в Абхазии Сида Шакрыл представила доклад о деятельности за 2021 год. Все подробности в репортаже Гугут Савардания. В начале заседания парламентарии рассмотрели кадровые вопросы. Депутат Дмитрий Маршаня введен в состав квалификационной комиссии при Палате адвокатов Абхазии, а депутаты Алхаз Хакба и Алма Сакаба избраны в квалификационную коллегию судей. Далее парламент внес изменения в постановление об определении персонального и численного состава комитетов Народного собрания и утвердил рабочую группу по подготовке проекта о внесении изменений в регламент Народного собрания. Также в статью 146 регламента Народного собрания были внесены изменения, согласно которым законопроекты, не принятые парламентом прошлого созыва в окончательной редакции, и принятые им законы, но не вступившие в силу, могут быть рассмотрены новым созывом. Парламентарии дали согласие Кабинету министров на перевод земельного участка площадью 6 соток в поселке Гулрыбш из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов. После уполномоченный по правам человека Республики Асида Шакрыл представила доклад о проделанной работе за 2021 год. В начале выступления Асида Шакрыл подчеркнула, что предыдущий ее доклад не был заслушан парламентом, так как заседание для заслушивания доклада так и не было созвано. В связи с этим 10 декабря в Международный день прав человека Шакрыл выступила с отчетом в эфире государственного телевидения. В 2021 году в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 115 обращений, по которым сотрудники аппарата приняли граждан около 200 раз. Омбудсмен затронула вопросы здравоохранения, энергетики и пенсионного обеспечения. Как мы уже отмечали во всех докладах, существующая система социального обеспечения в республике не может быть признана справедливой. Устаревшее законодательное регулирование пенсионной системы и социальной защиты не отвечает задачам государства, касающимся повышения уровня жизни. Сложно говорить о реализации закрепленного в Конституции Республики Абхазия права каждого гражданина на социальное обеспечение в достаточной степени, когда размер абхазских пенсий и пособий ниже прожиточного минимума. Асида Шакрыл представила рекомендации, которые, по ее мнению, требуют безотлагательного рассмотрения. Это вопросы, связанные с необходимостью предотвращения и реагирования на пытки и унижающее достоинство обращения, пересмотра абсолютного запрета абортов и принятия закона о защите от семейно-бытового насилия. С недопустимостью включения в Уголовный кодекс Абхазии новой санкции в виде смертной казни. С необходимостью обеспечения прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, проблемами правового положения населения в восточных районах Абхазии, обеспечение права на психиатрическую помощь, включая детей. Омбудсмен также коснулась вопросов, связанных с необходимостью организации специализированного правосудия в отношении несовершеннолетних, с отсутствием закона об образовании, с необходимостью обеспечения безопасности людей на водных объектах, со сложностями восстановления исконных фамилий и этнической принадлежности. Долгие годы Абхазия находится в условиях международной изоляции. Несмотря на серьезную гуманитарную помощь, которую Абхазии предоставили международные организации, институты, в частности для борьбы с коронавирусной инфекцией, в целом международные подходы к Абхазии не претерпели изменений. К сожалению, взаимодействие внешнего мира с Абхазией носит достаточно ограниченный характер.
и во многом ориентируется на запретительные нормы грузинского закона, так называемого закона об оккупированных территориях. Политика недопуска Абхазии к участию в международном сотрудничестве сдерживает процессы модернизации в стране, ограничивает граждан в реализации их прав. Бессрочная, по сути, блокада Абхазии со стороны международного сообщества приводит к серьезным нарушениям прав человека. Асида Шакрыл считает, что принятые в первом чтении 6-м созывом парламента проекты законов о противодействии международной изоляции Абхазии и о внесении изменений в некоторые законодательные акты ужесточают и ограничивают права и свободы человека и создают еще большую изоляцию республики. Остановлюсь на некоторых нормах, нарушающих права и свободы, в частности, право на передвижение, право на взаимодействие с международными и зарубежными институтами и право на образование в зарубежных учебных заведениях. Итак, в статью 15 Закона Республики о порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия внесена норма, в соответствии с которой выезд гражданина гражданина Абхазии из Абхазии в иностранное государство, отнесенное к так называемому субъекту агрессивной политики изоляции, а таким в силу размытости формулировок может оказаться любое государство, не признавшее независимость Республики Абхазия, допускается исключительно на основании специального разрешения Службы государственной безопасности Республики Абхазия. То есть речь идет о том, что любой гражданин должен будет обращаться в Службу государственной безопасности за разрешением на выезд в третью страну. В данном случае речь не идет о Грузии, в отношении которой есть специальное регулирование. Соответственно, это касается и въезда в Абхазию граждан иностранных государств, отнесенных к так называемым субъектам агрессивной политики, изоляции Республики Абхазия. Речь шла и о законе об иностранных агентах. Омбудсмен считает, что подобный законопроект принимать нельзя. Асида Шакрыл выразила надежду, что Институт уполномоченного по правам человека и органы государственной власти будут более активно взаимодействовать. По ее мнению, также необходимо совершенствовать законодательство, направленное на повышение эффективности правозащитной деятельности института. В частности, актуален вопрос совершенствования статуса уполномоченного по правам человека в сфере административного и конституционного судопроизводства. Хочу сказать, что проблемным, на мой взгляд, еще является то, что те сложности, которые перечислены в докладе, они, по сути, кочуют из доклада в доклад. То есть вот я ознакомился с докладом за 18-19 год, 20 год, и, по сути, там вот, из одного в другой доклад переходят все эти проблемы. То есть, что я хочу сказать, реагирования и решения нету этих проблем. И хотя бы такого более углубленного изучения. Что касается самого доклада и сегодняшнего выступления, была дана субъективная оценка работе 6-го созыва парламента, на мой взгляд. Да. Хотел бы напомнить вам о том, что именно при 6-м созыве парламента был введен в действие данный закон, были реализованы соответствующие статьи и, собственно, был избран уполномоченный по правам человека. Я считаю, что это большим продвижением. Вопросы реализации деятельности – это вопросы времени, наверное, да? Вопросы, что называется, говоря обыденным языком, притирки, в том числе между государственными органами. Также, Асида Георгиевна, хотелось бы в рамках доклада, доклад представляет собой, на мой взгляд, обобщающую информацию о нарушениях прав. Хотелось бы узнать информацию по мерам реагирования, о конкретных случаях, которые были реализованы, да, соответствующее реагирование на них было, о восстановленных правах. Также, когда вот в рамках ответа на вопрос депутата Гизба вы сказали о том, что нет возможности реагирования законного, но в статье 14 Закона об уполномоченном по правам человека в
одном из пунктов говорится о праве обращения в суд. Мы можем использовать только законные способы реагирования. И обращение в суд – это, что называется, способ номер один реагировать на нарушенные права. И в этом смысле я считаю, что определенный карт-бланш есть у уполномоченного по правам человека. Депутаты поблагодарили омбудсмена за представленный отчет и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете в онлайн-режиме к столетию профессора Ружникова прошла международная научная конференция «8-й Ружниковские чтения». В конференции принял участие и выступил с докладом «Радио как культурное пространство Абхазии» доктор философских наук, заведующий кафедрой журналистики АГУ Гурам Амкваб. Организаторы конференции – факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуми передал гуманитарную помощь в виде медицинских изделий индивидуального пользования Чемчирской ЦРБ. А акция проводилась в рамках программы мероприятий в области поддержки российских соотечественников. Подробнее в репортаже Рады Чачава. При содействии общественной организации «Союз граждан России» Ачимчирская районная больница получила измерители артериального давления и уровня глюкозы в крови, медицинские ходунки, костыли, трости, а также инвалидные коляски. На церемонии передачи оборудования присутствовали представители районной администрации, Центральной больницы, Союза граждан России и Дома Москвы. Сегодня очень необходимая вещь. И предоставили коляски для инвалидов, манометры. Список будет опубликован. Надеемся, что еще будут подарки дальше какие-то для нашего района. Так что всем спасибо. Все переданные медицинские принадлежности индивидуального пользования необходимы в работе стационара Ачимчирской больницы. Список оборудования составляли врачи. В целом гуманитарная помощь была закуплена на сумму около 300 тысяч рублей. Прежде всего, тоже хочу поблагодарить правительство Москвы за оказанную помощь. Это на самом деле все предметы, которые были переданы нам, они необходимы как в работе стационара, так и в поликлинической службе. Некоторые предметы мы сможем предоставить инвалидам по общему заболеванию, то есть это те предметы, без которых хроники не могут. Особенно глюкометры, они очень нужны диабетикам, тонометры для измерения артериального давления, особенно в тех случаях, когда рядом человека нет, какой-нибудь пожилой, и он сам себе может электронный, очень хороший. Коляски, которая у нас, честно говоря, в больнице была очень давнишняя, старая, и всю пандемию мы боялись, что она сломается. Вот теперь у нас есть возможность новых колясок. Это очень здорово. Огромное спасибо еще раз. Подобные акции по безвозмездной передаче необходимого медицинского оборудования проводятся регулярно в целях поддержки российских соотечественников. Выделение субсидий на оказание помощи реализуется Домом Москвы в Сухуме при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы России. В правительстве Москвы есть определенные субсидии по оказанию разного вида помощи соотечественникам за рубежом. У нас такие мероприятия проходят регулярно. Люди могут обращаться к нам с заявками о необходимых каких-то вещах, и мы, в свою очередь, проводим всю работу для того, чтобы подобные мероприятия реализовывались. В 2020 году Дом Москвы передал медицинские изделия в распоряжение врачебной амбулатории села Псху Сухумского района. Годом ранее, в 2019-м, Центральному военному госпиталю Министерства обороны Абхазии, а в 2018 году Сухумскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. Рада Чачава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Задержаны гражданки Республики Кыргызстан, у которых изъято наркотическое вещество метадон в особо крупном размере. Все подробности в материале пресс-службы Министерства внутренних дел. Из незаконного оборота изъята особо крупная партия наркотических средств. Оперативную информацию разработали и реализовали сотрудники отдела уголовного розыска столичного управления внутренних дел, в результате чего задержали 2 гражданок Республики Кыргызстан. У закладчиц изъято наркотическое вещество в особо крупном размере. Тагайбекова Атыргул Арзабековна, 1997 года рождения, на момент проведения личного досмотра хранила в своей ручной кладе 34 заизолированных свертка, в каждом из которых сотрудники милиции обнаружили расфасованное в целлофановые пакеты белое кристаллообразное вещество. Впоследствии экспертами установлено, что содержимое свертков является наркотическим средством метадон.
Процедуре личного досмотра подвергнута и вторая задержанная Акбаралика З. Алтынай, 1999 года рождения, которая также в присутствии понятых выдала хранимые при себе свертки с аналогичным веществом в количестве 30 штук. Кто их упаковывал? Я. Вы смогли осуществить тайные закладки? Вы где-нибудь уже положили? Да. Вы сможете показать где? Да. Акбаралика З. Алтынай Тагайбекова Атыргула Разбековна, находясь в городе Гагра, действия группы лиц по предварительному сговору незаконно приобрели с целью последующего сбыта наркотическое средство метадон в особо крупном размере, которое незаконно хранили при себе и впоследствии распространяли путем скрытого размещения в потайных местах на территории Республики Абхазии, а именно в городе Сухум. В ходе дальнейших оперативных мероприятий в отношении задержанных гражданок последние указали на места ранее сделанных тайных закладок. А что это? Наркотик. Кто упаковал его так? Я. Где упаковывали это? Дома. С кем? С сестрой. Прибыв в Абхазию, женщины поселились в городе Сухум. 30 готовых к реализации заизолированных свертков, а также фасовочные принадлежности, электронные весы. При обыске жилища по адресу временного проживания последних сотрудниками милиции было обнаружено и изъято. Распространяя наркотическое средство в городе Сухум, женщины до момента их задержания произвели так называемые закладки в местах по улице Джонуа, Кагоши, Басари, Налы, по улице Калмыкова, 4 марта, улица Бубновая и на набережной Махаджиров. Обратите внимание, в полиэтиленовом пакете имеются кристаллы белого цвета, запах отсутствует. Кто вот эти свертки делал? Сестра делала. Обнаруженный сверток вместе с веществом изымается и упаковывается в белый бумажный конверт. В общей сложности по указанным адресам изъято 13 свертков с аналогичным наркотическим веществом. Таким образом, гражданки расфасовали в 107 свертках и подготовили к реализации порядка 35 грамм сильнодействующего наркотического средства метадон. В черном полиэтиленовом пакете имеется один белый кристалл. Понятые, посмотрите. Общая масса изъятого наркотического средства метадон составила 49 грамм. По данному факту следственным отделом Управления внутренних дел по городу Сухум в отношении Акбаралика З. Алтынай и Тагайбековой Атыргула Разбековны было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщин судом города Сухум удовлетворено. Атыргула Тагайбекова и Акбаралика З. Алтынай водворены в изолятор временного содержания МВД Абхазии. В столице прошла выставка под названием «Сухум. Озеленение городской среды». Организатор выставки – президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба. Цель мероприятия – привлечь внимание горожан к проблеме чистоты, чтобы превратить Сухум в цветущий город. На выставке побывала и наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварацхелия. В современных условиях весьма важной является проблема сохранения и оздоровления среды окружающей человека. Особенно это важно в период развития всех видов транспорта и ежегодного повышения тонуса городской жизни. Важную роль в решении этой проблемы играет озеленение. Так, на одной из центральных улиц столицы можно увидеть очень необычный дом, практически полностью утопающий в зелени. Жасмин, заменяющий высокий бетонный забор, и сам фасад дома на улице Академика Марра. Принадлежит это красивое строение президенту Федерации шахмат Абхазии Константину Тужба. Здесь уже 4-й раз проходит выставка «Сухум. Озеленение городской среды». По словам Константина Тужба, цель мероприятия – привлечь внимание горожан и призвать их превратить Сухум в чистый и цветущий город. Моя деятельность – это частица огромной деятельности, которую проводят и городские власти, и население тоже. Я не первый, но тем не менее вот я стараюсь это делать, и чтобы любой гость любой страны мира приехал и пришел сюда, и чтобы нам не было стыдно. А это стало достопримечательностью города. И, конечно, мне, моей семье это очень приятно. И туристы уже приезжают, они включили свои маршруты
посещения этого дома. Это все направлено. Главное, чтобы это перенимали другие. Выставку посетили и гости нашей столицы. Случайные прохожие не смогли пройти мимо дома Тужба и не задержаться здесь, чтобы полюбоваться со вкусом оформленными композициями. Сразу заметила этот дом, думаю, какой хозяин молодец. И настолько с любовью он к этому всему относится. Конечно, это заслуживает огромного уважения. Здесь есть как многолетние растения, так и однолетние. Герань, петунии, вербена, гортензии, анютины глазки, хризантемы, жасмин, розы и многое другое радуют глаз. Учитывая климатические условия в Абхазии и давние традиции озеленения, в республике все дома должны утопать в зелени и цветах, говорят гости выставки. А здесь вот просто волшебный сад. И шикарное очень разнообразие растений. И мне прям вот очень хочется что-нибудь, черенки какие-нибудь взять. Сухум очень красивый город, его нужно озеленять. Здесь много, конечно, разнообразных растений уже, но вот нужно, конечно, тротуары, да, это у нас больная тема, да. Но вот если каждый перед своим домом разобьет вот такую клумбочку, это же будет... приятно, это всем будет приятно. Очень красиво. Я вообще давно хотела попасть. Слышала об этом и видела, когда мимо проезжала. Очень красиво, очень нравится. И аура замечательная. Вообще хорошее такое культурное событие для города, я считаю. Потому что и когда люди приезжают к нам сюда, им тоже интересно посмотреть, ведь когда из России приезжают, многих из этих цветов там нет, и для них это что-то новое, интересное. Впервые соорганизатором выставки стала торгово-промышленная палата Абхазии. Для нас это возможность расширить горизонты и также привлечь предпринимателей данной сферы. Мы также надеемся на дальнейшее сотрудничество. Зачастую некоторым людям сложно содержать в чистоте свой подъезд, двор или улицу. Однако есть горожане, которые заботятся об окружающем их пространстве, следят за чистотой и наводят красоту. Жительница столицы Светлана Думава с гордостью рассказывает и показывает растения, которые она и ее соседи посадили и вырастили совместными усилиями. Сирень, роза, астра, жасмин, агава и еще много других прекрасных цветов, создающих уют и радующих глаз прохожих. Тем временем в Сухуми продолжаются работы по благоустройству парков и скверов. Сейчас очень вплотную занимаемся омолаживанием наших зеленых насаждений. В силу каких-то обстоятельств нам пришлось вырубать большие старые деревья там по разным обстоятельствам. После стихийных бедствий, там просто старовозрастные. Если говорить конкретно, то на улице Абазинской, например, очень такая масштабная работа провелась. Завершили ремонтные работы по асфальтированию дорог, по замене коллектора, ливневки. И теперь мы высадили там вместо камфорных лавров, которые мы вынуждены были спилить, посадили магнолию, крупнолистную магнолию. У нас более 50 корней, высажено 55 где-то. Вот. И сейчас на следующий уже посадочный сезон мы будем еще досаживать. На набережной Махаджиров было высажено много однолетних растений, а на площади Багапша выстроились в ряд апельсиновые бонсаи. Проновские организации изъявили желание, мы подобрали им посадочный материал. И на набережной, это на территории, прилегающей к нашей национальной библиотеке, высадили около 25 сиреней цветущие. 20 корней эвкалиптов мы высадили на имама Шамиля, 10 и 10 по улице Воронова. В преддверии 9 мая Институт ботаники подарил администрации города 100 корней туи, малочисленный род вечно зеленых деревьев. Деревья были высажены на аллее рядом с памятником неизвестному солдату. А также совсем недавно 100 корней гортензии было высажено на улице Леона, от станции ГУМа до администрации города. Я вижу, что с годами горожане начинают дорожить и ценить. Я помню, если мы первые годы, то есть конкретно я за себя могу сказать, мы сталкивались с такими ситуациями, когда, допустим, сегодня произведем высадку, а завтра утром их просто нет. Бывало, когда была такая критика жесткая со стороны горожан, там они нам подсказывали, как нужно лучше сделать.
А сейчас я наблюдаю такую картину, что люди начали дорожить. Наведение чистоты и порядка в любом городе – это каждодневная и упорная работа коммунальных служб. Но они не всесильны. Им на помощь должны прийти горожане. И только общими усилиями можно сделать свой город чистым и красивым. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Алексей Баструков. Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 9 июня, на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем 21-26 тепла. Температура морской воды плюс 19. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.